Добрый вечер. Новый телесезон начался. Как всегда, это происходит осенью. И по вторникам в эфир Сибайского телевидения вернулась программа «Крупным планом». Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Меня зовут Алина Полянская. Сегодня гость в нашей студии заместитель начальника межрайонной инспекции номер 37 Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Республике Башкортостан Андрей Владимирович Дубровский. Добрый вечер. Здравствуйте. Андрей Владимирович, сразу хотелось бы такой вопрос задать. Какие изменения есть в налоговом законодательстве в этом году? Ну, изменений в этом году в налоговое законодательство, в 2015 году довольно-таки много, конечно, но раз у нас программа идет для граждан, то есть я, в принципе, скажу те изменения основные, которые у нас касаются именно наших граждан, то есть физических лиц. Не индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, а именно физических лиц. Ну, первое, изменение, я бы сказал, такое глобальное, это что с 1 января 2015 года у нас налог на имущество физических лиц будет исчисляться уже не по закону Российской Федерации от 1991 года о налоге на имущество физических лиц, а исходя из главы теперь налогового кодекса, то есть у нас в налоговый кодекс внесена глава, это налог на имущество физических лиц. Вот. И первый момент это то, что исчисление с 2015 года, то есть вот, если сказать сейчас, то, что люди платят, люди сейчас платят за 2014 год. То есть то, что будет у нас в 2015 году, то есть что будет уплачиваться в 2016 году, с 2015 года. Во-первых, исчисление будет налога на имущество, исходя из кадастровой стоимости имущества, вот, не инвентаризационной. То есть, хотя у нас и налоговым кодексом предусмотрено из кадастровой инвентаризационной, но инвентаризационной стоимости в том случае, если данные нормативные акты не приняты у нас в регионах. Но у нас в Башкирии принято, что исчисление будет происходить из кадастровой стоимости. Это раз. То есть, в чем отличие? Кадастровая стоимость, она наиболее приближена к рыночной стоимости. Инвентаризационная, она такая... она значительно, ниже рыночной стоимости, значительно. То есть теперь, получается, мы будем больше платить? Будем больше платить налог на имущество, это раз, но при этом предусмотрели у нас и поэтапное увеличение, то есть первые, скажем, 4 года этот налог будет идти не в полной мере, то есть сначала с коэффициентом 0,2, а потом с коэффициентом следующий 0,4, 0,6, 0,8, и уже на 5-й год будет с коэффициентом единица данный налог исчисляться и уплачиваться. Но это один момент. Второй момент. Также в данном налоге значительные изменения произошли и в части представления льгот физическим лицам. Если на сегодняшний момент, то есть до 2015 года, у нас льготы и, скажем, российским законодательством были предусмотрены, то, что если, например, пенсионер, или инвалид первой-второй группы, инвалид с детства, герой Советского Союза, ветераны, участники Великой Отечественной войны, и чернобыльцы, следующей категории, они освобождались от налога на имущество, с того имущества, которое у них имелось. Вот. То есть, если человек имел 3 квартиры, 5 домов и 10 магазинов, но он был при этом, скажем, пенсионер, то он освобождался от налога на имущество по этому имуществу. Вот. С 2015 года здесь совершенно по-другому льготы представляются. То есть категория льготников осталась у нас, та же самая, то, что я сейчас назвал, но в данном случае данная категория льготников будет получать льготы по одному имуществу, если он имеет несколько имуществ, одного имущества, одного вида. То есть, если имеет 2 жилых дома, то только на 1 жилой дом. А если имеет жилой дом и квартиру, то и на то, и на то? Если имеет жилой дом и квартиру, то либо на то, либо на то, потому что у нас виды так распределены. Если имеет, например, жилой дом, так как я говорил, и магазин, так вот, категория теперь объектов недвижимости, которые не относятся к таким категориям, как квартиры, комнаты, жилые дома, назовем далее, помещения, сооружения, которые находятся площадью не более 50 квадратных метров и которые находятся на земельных участках, выделенных для личного подсобного хозяйства. Для индивидуального жилищного строительства. Да, индивидуального жилищного строительства. Вот на вот эти объекты льготы распространяются. То есть на все остальные объекты
То есть, если у меня здание больше 100 квадратных метров? Нет. Если у вас, скажем, здание, и это здание не относится, как я сказал, к жилью, потом это помещение не расположено для индивидуального жилищного строительства, не расположено на участке, и не более 50 квадратных метров. И еще одна категория, забыла сказать, конечно, это гаражи. Тоже они к категории льгот относятся. Все остальные сооружения, да, то есть сооружение магазин, да, возьмем, оно отсутствует в перечне имущества, на которое будут распространяться льготы. То есть теперь бесполезно все свои богатства, квартиры, машины, гаражи, дома записывать на пенсионерку маму, да? Да, бесполезно. Бесполезно. То есть, соответственно, здесь и граждане будут выбирать, ну, вот, допустим, если у меня 2 жилых дома, я получаю, и я пенсионерка, я получаю льготу на одно из этих зданий, да, я выбираю с наименьшей кадастровой стоимостью, правильно? Нет, с наибольшей кадастровой стоимостью, потому что сумма налога, тогда льготируемая сумма налога больше. Все понятно. Да. И здесь вот хотелось бы добавить, да, что если, как у нас закон предусматривает, если граждане у нас, ну это, конечно, на тех граждан, у которых один объект, они до 2015 года подавали к нам заявление с представлением документов, то, в принципе, повторно представлять нам не надо. Вот. Но если у гражданина 2 или 3 объекта налогообложения, на один объект ему необходимо выбрать льготу, то он тогда, если хочет выбрать на какой объект, то он должен до 1 ноября, получается, представить нам заявление на данный объект 1 ноября 2016 года, я имею в виду, за... То есть указать, по какому виду имущества, то есть по какому имуществу он хочет получать льготу. Если он к нам подавал данное заявление, имея несколько объектов, пользуясь льготой, но не пришел, не выбрал объект, то налоговый кодекс, налоговый кодекс предусматривает, что при исчислении налоговый орган должен предоставить на один из объектов большей кадастровой стоимости льготу. Таким вот образом. Это вот что касается налога на имущество в части изменений с 2015 года. Вот. Извините, Андрей Владимирович, я вас перебью. Я напомню нашим телезрителям, что вы можете задавать свои вопросы по телефону прямого эфира 51494 и 51495. Если же вы предпочитаете общаться в соцсетях, то в нашей группе ВКонтакте телекомпания СТВ Сибай вы можете написать свой вопрос в комментариях. Тут размещена информация о том, что у нас прямой эфир сегодня в 19:00. Жду ваших обращений. Ну, а мы продолжим с вами беседу. Да, еще коротко скажу, но это изменение у нас не с 2015 года, а уже в 2014 году коснулось, это транспортного налога. Ну, во-первых, в 2014 году изменения какие произошли по транспортному налогу? Владельцы транспортных средств с мощностью до 150 лошадиных сил заметили этот момент, то, что ставки налогов с 2014 года увеличились для данной категории лиц. Вот эти льготные ставки они увеличили. Ну, например, если до 100 лошадиных сил в 2013 году ставка была 5,5, то в 2014 году 10 рублей за лошадиную силу. Это один момент. И для владельцев транспортных средств, скажем так, дорогих, то есть стоимостью более 3 миллионов, введены повышающие коэффициенты. То есть, это вот тот самый налог на роскошь, да? Ну, да. Такой прозванный в народе. Да, налог на роскошь. Если машина, например, стоит у вас там 3,5 миллиона, и она у вас куплена, скажем, в 2014 году, то есть меньше года данной машине, то скажем, там, в зависимости от мощности, например, 300 лошадиных сил, а там ставка налога 150 рублей за одну лошадиную силу. Очень ощутимо. Да, и плюс еще повышающий коэффициент 1,5 на нее сделали. Вот так вот, не покупайте, друзья, джипы. Ну, это таким образом, да. Вот мы с вами затронули эту тему льгот. Так все-таки какие категории граждан могут рассчитывать на льготы в налогообложении и льготы в отношении налогов на что? Ну, граждане у нас, во-первых, платят 3 налога. Да, это возьмем имущественные налоги, я имею в виду. Это первое, это, как мы говорили, налог на имущество. Далее земельный налог и транспортный налог. Если взять налог на имущество, на сегодняшний день, как я говорил, и транспортный налог, то, в принципе, категория данных, льготных категорий, это у нас, во-первых,
как Герой Советского Союза, соцтруда, да, ветераны-инвалиды Великой И Отечественной приравненные войны. к ним, да? Приравненные к ним, да, ну это по удостоверению. Далее чернобыльцы. Вот, далее, ну, чернобыльцы, там, конечно, перечень расписан много, но Более проще, так скажем, чернобыльцы, да, имеющие удостоверение соответствующее. Далее инвалиды первой и второй группы. Далее инвалиды с детства. Далее, что касается налога на имущество, то там есть еще категория пенсионеры. В транспортном налоге данная категория льготников отсутствует. И есть еще, ну это не российским законодательством, это по транспортному налогу, это республиканским законодательством введено, это ветеран труда. Вот. А участники локальных войн не входят? Участники, афганцы, если по-другому скажу, вот они, да. Вот в данном случае, вот эта категория, они имеют льготы, но, как я говорил, если за 2014 год по ему налогу на имущество полностью по всему имуществу освобождается, по транспортному налогу там льгота представляется на одно транспортное средство каждого типа. То есть, если гражданин, и причем с мощностью данного транспортного средства, если легковая машина до 150 лошадиных сил, если грузовая машина, то до 250 лошадиных сил, если с даты выпуска которой прошло 10 лет и более. Вот. То есть, здесь, если имеют две грузовых машины, скажем, ветеран труда, и грузовые машины, ну, даже возьмем до 150 лошадиных сил, то на одну машину он получит льготу, а на вторую будет платить. Также и по легковым машинам. Например, если, например, легковая и грузовая, то он может два типа разных, может на каждую получить. То есть по транспортному налогу не весь транспорт освобождается. И, соответственно, данные льготы не распространяются уже на транспортные средства, как я сказал, с мощностью более 150 лошадиных сил. За исключением, вот, как я сказал, грузовых. А в отношении налога на землю? А в отношении налога на землю здесь ситуация немного другая. В плане чего? В плане того, что если мы возьмем, да, льготную категорию, то на сегодняшний день льготниками являются у нас по земле и не уплачивают земельный налог. Это у нас герои Советского Союза, там Россия. Далее инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны только. Именно инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны и чернобыльцы. Все. То есть основной такой категории, как ветераны труда, это наиболее такая распространенная, что в имуществе, что в транспорте категория, ее в налоге на землю нет. То есть ветераны труда, они являются плательщиками земельного налога. И на сегодняшний день хотелось бы сказать, да, особенно вот многие живут в многоквартирных домах, земельный налог под многоквартирными домами, в данном случае пенсионеры, ветераны, должны уплачивать. Вот. Еще хотелось бы, конечно, сразу сказать, что не забыть, что осталось у нас, в принципе, неделя, по большому счету, до истечения срока уплаты. То есть неделя осталась до 1 октября. В этом году срок уплаты 1 октября, в отличие от прошлого года. А в связи с чем вы так сократили срок? Законодательно изменили. То есть, если ранее у нас срок был не позднее 1 ноября, теперь не позднее 1 октября. То есть тут осталось совсем немножко, да, в общем-то неделя осталась, надо пошевелиться. Хорошо. Вообще, насколько ответственны сибайцы по части уплаты налогов? И следом сразу вопрос, вот как-то повлиял вот этот кризис экономический, да, о котором все говорят, который, собственно, люди чувствуют на собственном кошельке, даже на сокращении зарплаты и на увеличении, на росте цен, на собираемость налогов? Труднее стало налоги собирать? Ну, скажем так, что в этом году, ну, во-первых, в этом году рассылка уведомлений произошла позже. Вот, если мы в том году рассылали уведомления в апреле месяце, там мая, в этом году рассылка началась с июня месяца. Вот. Срок перенесли. И на сегодняшний день сбор, ну, я бы так сказал, процент сбора, он несколько меньше, чем в том году. Поэтому хотелось бы обратиться к нашим гражданам, что за эту неделю необходимо произвести оплату. Еще хотелось бы обратиться в плане чего? В плане того, что в данном случае, если вы по какой-либо причине не получили уведомление, такой момент есть, потому что уведомление разносит почта, через отделение почты мы направляем уведомления, почтальоны должны вручать плательщику под роспись. Вот.
Это все усложняет, конечно. Да, ну это, в принципе, и в том году так было, но в том году... Но, в принципе, не получение уведомлений не освобождает, да, потому что от ответственности. имущество есть, то есть человек должен заплатить. Поэтому необходимо либо обратиться к нам, прийти в 01 кабинет, получить уведомление, если вы вдруг по какой-то причине не получили. Либо вот другой момент, это как бы он наиболее такой легкий, простой. Удобный. Это, да, удобно. Это у нас много. Большой процент людей, который подключен к личному кабинету. Зайти в личный кабинет, с личного кабинета распечатать эти уведомления. Они там есть. Ну, личный кабинет, я думаю, мы разъясним для тех, кто впервые, возможно, есть такие люди, которые впервые слышат об этом. Имеется в виду интернет-сервис. Да, интернет-сервис. А по какому адресу можно найти, подключиться и какая вообще процедура подключения? Потому что это все-таки налоги, это деньги. Ну хорошо, зайду я на сайт там налог.ру, да, если не ошибаюсь. Да, но вот подключение к этому интернет-сервису, личный кабинет налогоплательщика, здесь он немножко затруднен в связи с чем? В связи с тем, что это личные данные, персональные данные. Персональные данные, они не подлежат разглашению, и поэтому, соответственно, для того, чтобы произвести подключение, то есть не каждый... Этот личный, скажем так, личный кабинет, он сделан таким образом, что нельзя... Сохраняется конфиденциальность, да? То есть нельзя любому туда попасть в ваш личный кабинет. Попасть можете только вы. Но для этого необходимо что? Для этого необходимо, чтобы получить соответствующий код доступа. Ну, или ключ, или код доступа. А для этого необходимо прийти к нам. Почему? Потому что по почте, соответственно, он не рассылается, по электронке он тоже не рассылается, потому что это, скажем, конфиденциальная информация. Ну, да, да. То есть человек приходит, вот, один раз придется прийти к нам, написать, заполнить заявление, то есть с паспортом, ему тут же, ну, знаете, ну, может быть, максимум 5 минут на это уходит времени, выдадут этот карточку личную с этим ключом, и все, и, пожалуйста, он приходит домой и дальше пользуется данным личным кабинетом. Ну, в личном кабинете я могу посмотреть, где я задолжала, да, что мне следует платить, я понимаю, там напоминания, да, о сроках уплаты и прочее. Могу я прямо здесь же, вот на этом сайте, оплатить свои налоги? Вы можете отплатить свои налоги, если, соответственно, вы подключены к услугам через оплаты через банк. То есть, ну, как платить коммунальные платежи, сейчас многие Ну, то есть, платят. если у меня есть карта банка какого-то, тогда я могу оплачивать посредством личного кабинета? Личного кабинета, да. Ну, помимо этого еще, в каком плане он интересен? На сегодняшний день вот эти интернет-сервисы, они развиваются. Сейчас уже введен личный кабинет, вводится юридического лица, личный кабинет. Вот сейчас в опытной эксплуатации находится индивидуальных предпринимателей. То есть в данном случае вот личный кабинет налогоплательщика, помимо того, что вы там увидите свои уведомления, можете распечатать, да, взять и произвести уплату, используя данный сервис. Вот. Далее вы там увидите, какое имущество учтено в налоговом органе по вам. Далее увидите, имеется у вас задолженность или нет. Когда вы произведете уплату, но с учетом того, что, скажем, там банковский пробег и через казначейство это проходит, то приблизительно после уплаты где-то через 7-8 дней вы увидите, произведена уплата, прошла эта уплата у нас или нет. Далее вы увидите свою декларацию, если вы сдавали 3 НДФЛ, ну, на вычеты и так далее, многие сдают на получение социальных, имущественных вычетов. То есть в данном случае вы видите в своей декларации, на какой стадии рассмотрения она находится. Вот эти моменты через личный кабинет можно посмотреть. Хорошо. К нам поступают вопросы по телефонам прямого эфира. Я пенсионерка, имеет льготы, ветеран труда и инвалид. Один дом в имуществе, почему с меня берут налог? Это, видимо, вот к тому, что вы разъясняли о том, что изменились льготы. Нет, я понимаю так, что пенсионер, ветеран труда, инвалид, эта льгота есть по налогу на имущество, еще раз скажу. А здесь? Здесь, возможно, скорее всего, пришел земельный налог, потому что жилой дом, налог на имущество, он стоит на земле, земельный налог. В данном случае, как я и говорил, еще раз напомню, чернобыльцы у нас освобождаются по земле, освобождаются ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны и герои. Льготы пенсионерам что предполагает? Вообще освобождение от налога или какой-то сниженный процент? Ну, то же самое, что я сейчас сказал. То
То есть, ну, если я, получается, здесь освобожден от налога, да, если есть льгота? Пенсионер освобождается от налога на имущество за 2014 год, как я сказал, и с 2015 года у нас пенсионер будет освобождаться от налога на имущество, например, за жилой дом, либо там за квартиру. Но тут вопрос был, собственно, мы ответили, это освобождение от налога, льгота – это освобождение. Освобождение от налога, от уплаты налога, да. Такой вопрос про налоговые вычеты. Мы с вами уже поднимали этот вопрос, но все-таки следует еще раз его обсудить. Итак, налоговый вычет при покупке жилья. Здесь тоже несколько лет назад были изменения в законодательстве по части суммы, да, этого налогового вычета. И вот давайте поподробнее расскажем. Во-первых, на какую сумму налогового вычета я могу рассчитывать при покупке жилья? Налоговый вычет, так называемый в данном случае при приобретении жилья, это имущественный налоговый вычет, вот, предусмотрен у нас налоговым кодексом. Вот, в данном случае на сегодняшний день этот имущественный вычет ограничен пределом 2 миллиона. То есть квартира, если стоит, там, например, дом я приобрела за 3,5 миллиона, то я получу налоговый вычет только суммы в 2 миллиона. 2 миллиона, да. Но здесь необходимо еще рассматривать несколько моментов. Первый момент. Это налоговый вычет, это не просто получение каких-то денег от государства. Для того, чтобы воспользоваться этим налоговым вычетом, человек как минимум, это, скажем так, по-другому если сказать, вычет, это перерасчет его налоговых обязательств за год. То есть в данном случае вот он работал, налог на доходы платил, потом приобрел, да, имущество, жилье, квартиру там или жилой дом, да, вот, и по окончанию года подает декларацию для перерасчета своих налоговых обязательств и возврата той суммы, соответственно, эквивалентной вычету налога на доходы физических лиц. Вот если человек не работает нигде, что у нас довольно-таки, ну, есть, скажем, пресловутая, это как называют, зарплата в конвертах, да? Ну, соответственно, и у него вычета никакого не будет. То есть, если не плательщика налога на доходы. Это это как бы, скажем, первый нюанс. Второй нюанс, хотелось бы сразу сказать, много вопросов возникает в связи с изменениями. То, что у нас изменения вступили в действие с 2014 года, с 1 января 2014 года, о том, что до 2 миллионов уже не на один объект, как раньше было. Но это изменение распространяется именно на тех граждан, которые не пользовались до этого 2014 года, не пользовались вычетами. И имущество они приобрели в 2014 году. Вот, да, вот тогда, если они приобрели, скажем, квартиру за 1,5 миллиона, потом через какое-то время, скажем, в 2014 году приобрели за 1,5 миллиона, вычетом раньше не пользовались, и через какое-то время еще имущество, жилье приобретут, то здесь 1,5 использовали, и с того имущества еще 500 могут дополучить. Те, кто ранее начал пользоваться этими вычетами, скажем, приобрел там за 1,5 миллиона, в 2013, 2012, в 2011 за 1,5 миллиона, то второй раз на второе имущество для того, чтобы добрать до 2 миллионов, вот это изменение на данную категорию не распространяется. Хорошо, а если квартира приобретена в ипотеку, тоже налоговый вычет можно получить? В ипотеку, если приобретена, точно такая же ситуация, то же самое. Физические лица, приобретающие в ипотеку, они имеют право на получение этого имущественного вычета. Ну, плюс еще и проценты. На проценты по заемным денежным средствам, которые направлены на приобретение жилья, на проценты тоже распространяется вот этот имущественный налоговый вычет. То есть, а вообще вот эту всю подробную информацию, консультацию можно получить где в налоговой инспекции? Куда обратиться? Но, вот гражданам, чтобы сейчас, например, не разобрались полностью во всем, да, и тем более мы ограничены временем, вы же не можете сейчас перечислить, какие документы нужны, там, какие справки и так далее. В каждом случае, потому что свой набор, да. Вот куда обращаться гражданам? Ну, в принципе, 01 кабинет наш. Там, в принципе, на стендах информация есть, даже и перечни вот этого документов, которые необходимо прикладывать к декларации, перечни там есть. В случае, когда социальный вычет, на обучение, на лечение, какие документы представляются, на приобретение жилья. Там эти моменты
То есть перечень документов, по крайней мере, есть. Образцы порядка заполнения декларации тоже есть. Но я хочу напомнить еще нашим гражданам, что для того, чтобы не стоять в очереди, можно зарегистрироваться в электронной очереди, да, на том же сайте налоги или налог.ру. Налог.ру. Налог.ру, и там, собственно, знаю по собственному опыту, никаких перепалок не происходит, все очень четко проходит по очереди. Да, есть такой момент, да, то есть регистрируется в определенном, естественно, зарегистрируется не в какое хочет время, да, а где свободное время будет. И именно в это время, даже при наличии живой очереди, человека принимают в первую очередь, да, скажем. Такой вопрос. Дети-инвалиды, освобождаются ли они от земельного налога? Ну, здесь, в принципе, я уже как бы сказал. Что ребенок, что взрослый, если он признан инвалидом, да, то он входит в категорию льготников, а по определенным? По определенным, да. Вот по земле льготы у инвалидов нет. За исключением налоговым кодексом там предусмотрены льготы. Это инвалиды первой-второй группы, инвалиды с детства, это в размере 10 тысяч кадастровой стоимости земли. Но если у нас, в принципе, кадастровая стоимость земли, она далеко не 10 тысяч, а больше. Поэтому, скажем, только вот на 10 тысяч. Увы. Да, то есть не полностью. Вот в связи с тем, что истекает срок уплаты налогов, какое наказание последует для тех, кто решил не платить налоги или забыл и не вовремя это сделал? Да, срок истекает 1 октября. Далее, после 1 октября, после наступления срока уплаты, тем, кто не заплатил, мы направим требования. Требования об уплате, в месячный срок. В случае неисполнения данного требования, но на сегодняшний день у нас есть еще и ограничения с суммами, то есть мы будем передавать в суд, в первую очередь, с большими суммами, если так проще сказать. Вот. Мы будем передавать на выдачу судебного приказа, будет выдаваться судебный приказ, а судебный приказ, соответственно, что? Это дополнительные расходы в части чего? В части того, что помимо суммы налога, судебные приставы будут взыскивать. Судебные приставы будут взыскивать государственную пошлину, значит, как минимум будет 500 рублей. Представьте, сумма налога 300 рублей, 500 рублей госпошлины еще. И еще будут они взыскивать свой приставы, свой сбор. И в итоге, скажем, сумма вместо того, чтобы заплатить сейчас, скажем, 200-300, 400 рублей, сумма вырастает в разы практически. В районе, 1200, полторы где-то в этом районе, в зависимости от суммы. Кроме того, еще неплательщикам налогов, насколько я знаю, ограничен выезд за границу, да? Да, судебные приставы накладывают арест на выезд за границу. А сейчас уже прямо в аэропортах это все вылавливается и разворачиваются люди. Разворачиваются. Так что если вы не хотите, друзья, испортить себе отдых, не хотите платить больше, как говорится, скупой платит дважды. Вот самая прямо наглядная иллюстрация. Самая распространенная фраза, которая всегда актуальна и актуальность свою не теряет: заплати налоги и... Спи спокойно, да. Друзья, увы, время нашего эфира подошло уже к концу. Напоминаю, что сегодня гостем студии был заместитель начальника межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Республике Башкортостан в городе Сибай Андрей Владимирович Дубровский. Спасибо вам большое за эту беседу. Я думаю, что мы еще не раз с вами встретимся. Последнее слово ваше. Последнее слово нашим гражданам. Естественно, первое – это заплатить все налоги, которые необходимо по тому имуществу, которое у вас есть. И под конец, конечно, здоровья, счастья и успехов. Всего доброго. Мы встретимся с вами в этой же студии ровно через неделю. До свидания.